Это «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Государственный академический русский драматический театр до конца этого года поставит новый спектакль по произведению Пушкина. Средства на постановку театр выиграл во всероссийском конкурсе в рамках празднования 225-летия со дня рождения великого поэта. Ну а какими культурными событиями примечательно текущее лето в регионе, поговорим с гостьей студии Мариной Силиной и заместителем министра культуры и духовного развития Республики Саха. Марина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Давайте тогда начнем с культурных мероприятий. Что у нас происходит в регионе за это лето? Да, конечно, лето – это всегда пора такая действительно насыщенная пора, и это лето тоже не исключение. Естественно, хотелось бы отметить, что это лето было ознаменовано главным событием – это 8-е международные спортивные игры «Дети Азии». И, конечно же, Министерство культуры и вообще культура и искусство республики не остались в стороне, безусловно. Мы подготовили очень большую культурную программу в рамках мероприятий. И эта программа насчитывала более 80 мероприятий различного масштаба. Да? И мне хотелось бы выделить из них такие наиболее яркие. Это второй фестиваль-конкурс имени Айталины Адамовой, закрытие которого прошло в формате Open Air на площади Дружбы, где как раз-таки победитель Гран-при стала наша певица из солистка театра оперы и балета Екатерина Корякина. Затем у нас прошел очень большой и масштабный 7-й международный цирковой фестиваль «Мамонтенок», который тоже в рамках своих мероприятий проведены была кавалькада в парке, очень много народу собрали. Да? Затем был очень интересный перформанс на улице, это значит переход по канату через Талое озеро, тоже массу зрителей и массу откликов положительных имел. И в рамках этого еще прошел форум, в котором, конечно, рассматривались вопросы расширения международных связей, цирковых династий, цирков вообще страны. И, конечно же, 7-й Якутский международный кинофестиваль, который тоже собрал после определенного перерыва очень большое количество и участников, и, естественно, гостей, зрителей, которые пришли и смотрели фестивальные фильмы в рамках этого фестиваля. Да? А сам фестиваль проходил в рамках Арктического форума «Желанный берег». Это будет каждогодный, ежегодный форум, который будет делиться по направлениям. И этот год это был направление кино. В следующем году это будет направление театр. И, конечно же, хотелось бы сказать, что «Дети Азии», они привлекали, безусловно, различные локации. Все площади были у нас задействованы в тех или иных мероприятиях. И, конечно же, мы можем сейчас сказать, что мероприятия Open Air, так называемые открытые площадки, они пользовались очень большим успехом у зрителей, у наших гостей и у спортсменов. Да. Также хотелось бы отметить безусловное событие лета всегда. Это Эсэх Аланхо, который у нас является переходящим. В этом году он проходил в Амгинском улусе. И, конечно же, церемония открытия и закрытия также всегда очень восторженно принимается. Но такое новшество в этом году было, что в соревнованиях использовались старинное такое соревнование, как стрельба из лука по мишеням, находясь на лошади. Да? И этот вид соревнования будет использоваться теперь в дальнейшем и на других эсэхах Аланхо. Такие культурные события. Впереди нас ждет, конечно же, Восточно-экономический форум, да, где мы тоже будем участвовать. И сейчас у нас горячая пора, это пора вступительных экзаменов. Да, кстати, она еще не заканчивается, об этом поговорим. Скажите, а культурные мероприятия, которые проходили в рамках игр «Дети Азии», как вы оцениваете? На каком уровне они прошли? Потому что была и церемония открытия, и церемония закрытия. Цифры были сумасшедшие, когда каждый день проходит концерт и смотрят, сколько было на них посетителей. По крайней мере, жители города и гости, которые к нам сюда приехали, они точно остались в восторге. А со стороны ведомства как? Конечно же, я тоже отмечаю, во-первых, большую подготовительную работу, которая началась уже за 1,5 года. И, конечно же, основная работа началась с начала этого 24-го года, да, календарного.
большая художественная постановочная труппа работала, да, группа, которая, я считаю, отработали отлично, потому что были представлены и культура региона нашего, да, имеется в виду, и России, да, в том числе. Была очень интересная концепция, то есть участвовало очень много коллективов из улусов, из районов приезжали, были отобраны, они, эти детские коллективы, да, приезжали для того, чтобы быть участниками такого огромного события. Это честь, это, ну, потом это останется в истории, безусловно, для каждого юного участника. Ну а концерты, которые проходили, они тоже, как я уже сказала, показали свою вот нужность, потому что люди, была такая активность вообще в городе, даже вот мне знакомые говорили, у нас прямо какое-то движение, все время что-то идет на площади тут. И это очень интересно, это здорово, потому что каждый может в принципе выбрать что-то, что-то Себе по по душе, душе. потому что концерты были разные, они были и классической музыки, вот как я уже сказала, например, фестиваль Таллина Адамовой, да, и были этнографические, были самодеятельные коллективы. Мы привлекали даже участников вот, самодеятельности, те, кто любит музыку. Потом вот на площади Дружбы очень тоже хорошо себя показал такой проект, как танцевальный перформанс. То есть Федерация танцевального спорта, уличного танцевального спорта, так называемые уличные танцы, да, они вот показали, это впервые было. И вот такой баттл собрал очень много молодежи, но игры же у нас называются детские игры, поэтому наша задача привлечь детскую, подростковую, молодежную публику. Ну, это удалось. Давайте теперь как раз о приемной кампании, как она проходит. Приемная кампания у нас началась 20 июня, но это везде как бы по всей стране. Закончится на 30 августа, то есть перед 1 сентября. Традиционно мы набираем в учебное заведение нашего региона, города Якутска, мы набираем 243 человека, новых, значит, наших новых студентов. Это у нас 4, значит, средних специальных учебных заведения, балетная школа, колледж культуры и искусств, музыкальный колледж и художественное училище. Также у нас есть 2 учебных заведения высшего звена. Это Высшая школа музыки и Арктический государственный институт культуры. И также у нас есть некоторые направления в Северо-Восточном федеральном университете. Вот эти заведения начали уже прием. Сейчас уже заканчивается прием вот на высшее звено в Высшей школе музыки. Там у нас проходит, значит, сейчас вступительный экзамен. Но каждый абитуриент может найти все интересующие ответы на свои вопросы. Во-первых, на сайте Министерства культуры у нас там есть вкладка в разделе «Деятельность», где вы можете найти все вопросы, ну а также более узко на сайтах самих учебных заведений. Вот. Ну и самая горячая пора у нас начинается сейчас в августе, как раз вступительные именно экзамены, консультации и вступительные экзамены. Хотелось бы сказать, что наши учебные заведения узкопрофильные, безусловно, да, мы принимаем, значит, студентов как бы после окончания детских школ искусств. Это непременное условие для получения классического образования, да, академического, музыкального. Поэтому подготовка начинается к поступлению очень долго, очень задолго, не за 2 месяца, не за месяц, а за несколько лет люди целенаправленно готовятся и поступают в наши учебные заведения. А вот эти все контрольные цифры приема, они покрывают потребности в кадрах? И вообще, какие специалисты в сфере культуры больше всего востребованы? Ну да, это же работа такая целенаправленная, то есть все наши предприятия, скажем так, да, которые реализуют культурную жизнь региона, они делают свои так называемые потребности.
И какой? То есть они смотрят вперед, да, какой нам специалист нужен. Вот, может быть, в этом году нам нужен дирижер, то, что мы смотрим, да, а потом вот нам, возможно, нужны видеографы, да, и так далее. Вот, например, в этом году мы смотрим уже заранее, у нас вводится Арктический институт, вернее, Арктический центр искусств, да, это огромное учреждение, и, естественно, там нужны будут новые специалисты, которые обладают уже современными знаниями, там, креативными, вообще такими профессиями, которые, ну, они только входят, да. Вот. Ну, естественно, мы не забываем о классическом музыкальном образовании. Музыканты — это как бы само собой, и также артисты балета, танцоры — это тоже и художники, да, классические. Но в каждом есть учебном заведении вот такие новые какие-то креативные, скажем, направления. И хотелось бы сказать, что мы открыли в 2023 году при поддержке Министерства культуры, естественно, да, открыли 2 школы креативных индустрий при колледже культуры и искусств и при Якутском художественном училище, где ходят заниматься, значит, молодые люди с 12 до 17 лет и осваивают как раз креативные профессии, там 3D-дизайн, видеографы, фотография, аранжировки, то есть то, что сейчас наиболее востребовано. И этот проект очень себя хорошо зарекомендовал. В колледже культуры у нас обучается 60 человек, а в колледже художественном училище 100 человек обучается. В этом году они тоже набирают курс. Здорово. Ну, Да. запрос на такие профессии — это, скорее всего, вопрос времени, реальности, в которой мы сейчас живем. Скажите, а что будем показывать на Восточном экономическом форуме во Владивостоке? Да, это тоже традиционное наше, конечно же, событие. Восточный экономический форум. Обязательно присутствует культурная программа. И улица Дальнего Востока — это улица, которая насыщена региональными павильонами, в том числе и, конечно же, павильоном Республики Саха-Якутия. В этом году концепция павильона изменена, и мы везем в Министерство культуры, мы ответственны за культурную программу форума, за выступление на главной сцене, а также за наполнение на площадке нашего павильона. В этом году мы знаем, что год объявлен годом семьи, годом детства, и мы решили сделать нашу программу такой интересной из творческих династий нашей республики. То есть будут там и династии присутствовать, кто-то из династий, возможно, да, и вот хотим вот так вот все это пронести, чтобы было очень интересно всем нашим зрителям и гостям нашего павильона. Ну, вообще, надо отметить, что гости, которые приходят на улицу Дальнего Востока, всегда остаются под впечатлением от нашего павильона. Может, это патриотизм внутри говорит. Марина Владимировна, большое спасибо, что нашли для нас время, поделились очень полезной информацией. Приходите к нам еще. Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Вы смотрели актуальные интервью. До встречи в эфире.